Здравствуйте! В эфире октябрьский выпуск новостей колледжа государственной и муниципальной службы. Ушедший месяц порадовал нас яркими и интересными мероприятиями. Начнем с того, что добровольцы региональных отделений ВСКС из Удмуртии, Ульяновской области и Республики Марий Эл приняли участие в первом всероссийском слете студентов-спасателей и добровольцев ЧС имени Героя России Евгения Зиничева. Навык, приобретенный на соревновательных площадках, пригодится курсантам в их дальнейшей профессии. Спасибо организаторам за такой опыт. Наши курсанты из Ижевска и Ульяновска приняли участие в форуме «Медиашкола. Объектив безопасности ВСКС», где разобрали важные вопросы по работе журналиста и пресс-службы в зоне ЧС. В Республике Марий Эл месяц начался с добрых дел. В городе Йошкар-Ола прошла благотворительная акция «День донора». В ней, разумеется, приняли участие курсанты нашего филиала. Также 2 октября курсанты стали частью всероссийского проекта «Сохраним лес» и посадили 12 тысяч саженцев сосны. Таким образом появилась аллея добровольцев общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». 4 октября в школе 26 Ульяновска состоялся всероссийский урок ОБЖ. Наши курсанты, добровольцы регионального отделения ВСКС, провели для учеников школы профориентационную работу и познакомили их с профессией пожарного. Стоит отметить, что добровольцы Марийского отделения ВСКС также задействованы в профориентационной работе в своем регионе. Они познакомили учеников 21-й школы Йошкар-Олы со специальностями колледжа и рассказали о важности социально значимых профессий. 5 октября курсанты Головного колледжа и наших филиалах провели для преподавателей и администрации своих учебных заведений праздничные концерты в честь Дня учителя. Что может быть приятнее ярких номеров, торжественных поздравлений, искренних эмоций и счастливых улыбок. Благодарим каждого курсанта и организатора за праздник. 6 октября совместно с Главным управлением МЧС Ульяновской области курсанты нашего филиала приняли участие в учениях при тушении цистерны в роли условно пострадавших и статистов. По окончании мероприятия нашим курсантам была объявлена благодарность. 9 октября в городе Йошкар-Ола состоялась общегородская акция «Моя Дубрава». Конечно, курсанты нашего филиала присоединились к сбору желудей, ведь по итогу из посадочного материала образуются новые лесокультурные объекты на территории республики. Кстати, желуди будут посеяны уже этой осенью. С 11 по 12 октября в Ульяновском филиале колледжа прошел смотр строя и песни. По результатам отобраны 10 лучших групп, впереди их ждет финал. Удачи всем участникам и пусть победит сильнейший. 12 октября добровольцы Марийского регионального отделения ВСКС в рамках полевого выхода провели для первокурсников филиала практические занятия и показали азы по автономному существованию в природной среде. Также в этот день курсанты приняли участие в квест-игре среди команд СПО и заняли 1 место. Поздравляем с победой! 14 октября у Вечного огня в Ижевске первокурсники Головного колледжа в торжественной обстановке дали клятву курсанта. Пусть этот день останется в вашей памяти на долгие годы. Еще раз поздравляем вас с этим знаменательным событием. А в Ульяновске в этот день курсанты филиала приняли участие в конкурсе студенческой самодеятельности. Сплоченность в командной работе – явная гарантия на успех. 22 октября на базе средней образовательной школы 66 Ульяновска состоялась торжественная закладка аллеи кадетов. Курсанты нашего филиала приняли участие в этом мероприятии совместно с представителями администрации Засвияжского района и спасателями управления гражданской защиты. В рамках общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Головной колледж продолжает взаимодействовать с районными больницами города. В течение месяца наши курсанты, добровольцы-спасатели оказывают помощь медицинским работникам в это нелегкое время. Благодарим каждого добровольца, сейчас ваша помощь бесценна. Курсант филиала колледжа государственной и муниципальной службы Громова Анастасия стала стипендиатом мэра Йошкар-Олы. Получить такую награду непросто. У Анастасии есть успехи в учебе, научных исследованиях, творческих конкурсах, фестивалях, соревнованиях в общественной деятельности. Мы искренне поздравляем победительницу, удачи в новых начинаниях. 25 октября состоялось торжественное открытие военно-патриотической игры «Победа-8». Участники – ведущие ученики всех учебных заведений СПО и школ города Ульяновска. Конечно, и курсанты нашего филиала принимают участие
участие. Игры продолжаются до декабря этого года. Двигайтесь только вперед, только к победе. Мы желаем вам успеха и удачи. Наш филиал в городе Йошкар-Ола посетили волонтеры-медики. Рассказали курсантам колледжа о профилактике ВИЧ-инфекций. Призыв прост: берегите свое здоровье. Добровольцы Марийского регионального отделения ВСКС активно взаимодействуют с региональной школой «Я доброволец». Проходят тренинги, изучают особенности медиаконтента, осваивают важные моменты работы в ЧС. Продолжайте в том же духе. Курсанты и преподаватели нашего филиала из города Йошкар-Ола посетили музей-заповедник Болдина, посвященный творчеству поэта Александра Сергеевича Пушкина, и смогли полностью окунуться в эпоху XIX века. Это была незабываемая поездка. В главном колледже курсанты вышли на учебную практику. Они начали активно заниматься и прорабатывать свои профессиональные навыки в спасательном деле. Мы желаем вам упорства и терпения в освоении вашей профессии. Перейдем к новостям спорта. В главном колледже и в наших филиалах идет плодотворная подготовка к чемпионату «Молодые профессионалы WorldSkills Россия». Ежедневно команды тренируются и оттачивают свое мастерство. Молодцы! Вашему рвению и воле к победе можно только позавидовать. В Ульяновском филиале колледжа прошел турнир по мини-футболу среди учебных групп. Все матчи прошли динамично и зрелищно, а победили сильнейшие. 6 октября состоялся первый осенний командный забег в памяти заслуженных учителей Ульяновской области Клавдии и Валентина Родионовых, приуроченный к празднованию Дня Учителя. Наши курсанты показали достойные результаты. 7 октября состоялось первенство Республики Марий-Эл по осеннему легкоатлетическому кроссу среди профессиональных образовательных организаций. Курсанты нашего колледжа показали себя на высоте. Корчагина Александра заняла первое место. Сибирякова Ксения заняла второе место, а команда девушек вошла в тройку лидеров. Поздравляем победителей! 14 октября в Йошкар-Оле состоялся очередной этап конкурса «Профессиональная кадетская лига» сезон 2021-2022. Наши курсанты стали участниками этих соревнований, где продемонстрировали все свои навыки в области правоохранительной деятельности, а также знания по истории России. 28 октября в головном колледже для первокурсников состоялась развлекательная квиз-игра на тему «В мире кино». И заканчиваем новый выпуск очень важной новостью. 19 октября курсанты колледжа в городе Йошкар-Ола спасли маленького замерзающего мальчика. Сегодня в нашу редакцию поступила информация, что днем в Йошкар-Оле был спасен ребенок. Все произошло в районе ремзавода рядом с колледжем государственной муниципальной службы. Работники связи случайно обнаружили кричащего малыша, почти голого и босого. Это вызвало подозрение. Об увиденном они сразу сообщили курсантам. Мы незамедлительно выдвинулись на его поиски. Минут, наверное, через 5-10 мы его уже нашли. Он был в сарайке с частного дома. Далее мы его доставили в колледж. Ребенок находился в шоковом состоянии и ни с кем не разговаривал. Он был в грязи и в царапинах. Студенты колледжа на свои деньги купили ему одежду и еду. Сотрудники образовательного учреждения сразу позвонили в полицию и скорую помощь, после чего ребенка доставили в детскую республиканскую больницу. Спасибо каждому из вас. Полный видеосюжет этого дня можно посмотреть в наших социальных сетях. Ссылка на него в описании этого ролика. С вами была я, Бокарева Кристина. Желаю вам отличного настроения, берегите себя и своих близких. До новых встреч!